Уважаемые коллеги, добрый день. Я очень рада выступить здесь в родной публичке, в которой провела не один день, не один месяц, готовя свои курсовые дипломные работы, потому что я выпускница Челябинска, ровно 35 лет назад уехала отсюда по распределению в Казахстан. И вот сейчас я хотела бы рассказать о нашем международном проекте «Читающая Евразия», который был осуществлен в прошлом году, в 2012, в результате совместной творческой работы профессионалов, библиотекарей, я вот и хочу подчеркнуть именно это слово, людей, увлеченных своим делом, из разных концов евразийского пространства, вернее, это приграничная часть России и Казахстана, из разных видов библиотек. И вот я представляю библиотеку вузовскую, хотя здесь идет разговор о том, что публичная библиотека – центр продвижения книги чтения, привлечения к чтению. Но, на мой взгляд, мы не сможем с вами утвердить, сохранить книгу, сохранить библиотеку как социальный институт, если будем по-прежнему разделять себе публичные библиотеки, вузовские библиотеки и ставим между ними барьеры. Нет, это единая библиотека, социальная библиотека. И вот наш проект это реализует. Мы сейчас с вами в качестве иллюстрации будет демонстрироваться маленький видеоролик об этом проекте «Читающая Евразия». Быть может, кто-то читал об этом в журнале «Библиотечное дело». Проект был посвящен столетию Льва Николаевича Гумилева. Идея его родилась на конференции, международной конференции «Книга. Время общества», которая проходила в моем родном институте, в Павлодарском государственном педагогическом институте. И в нем участвовали специалисты, естественно, не только из Казахстана, но и в том числе из России, и, прежде всего из Челябинска. В 2011 году инициатором фестиваля стали научная библиотека ПГП, Национальная академическая библиотека Республики Казахстан, Российская библиотечная ассоциация в лице секции школьных библиотек, научно-образовательный центр «Информационное общество» Челябинской государственной академии культуры и искусств. Фестиваль был задуман как форма культурного сотрудничества приграничных областей, содействующей сохранению единого культурного пространства Евразии через приобщение молодежи, прежде всего старшеклассников и студентов, к чтению и изучению научного и литературного наследия Льва Николаевича